Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Увековечение памяти осетинских бойцов в Северной Осетии выпустят уникальный сборник, посвященный погибшим в СВО. Прием продлится до 15 июля. Медицинское училище объявило прием документов на новый учебный год. Кубок дружбы. Подведем итоги товарищеского матча по бильярду между мастерами Южной и Северной Осетии. В Северной Осетии приступили к реализации проекта по выпуску сборника о подвигах погибших в зоне проведения специальной военной операции бойцов с юга и севера Осетии. В первое издание планируется включить истории 10 бойцов, героев России. На сегодняшний день собирается информация о военнослужащих. Стелла Бязрова продолжит. Сухие факты и биографии в прошлом. В Северной Осетии запустили уникальный литературный проект. Штаб Бессмертного полка решил увековечить подвиги участников специальной военной операции из севера и юга Осетии. Это не будет привычный справочник с общей информацией, датами рождения и перечислением наград. Организаторы выбрали новый формат. Авторы напишут художественные новеллы о каждом подвиге. Если вы помните, члены Бессмертного полка были инициаторами выпуска книги, в которой были собраны стихотворения участников Великой Отечественной войны, поэтов и писателей. Мы собрали их со всех источников и совместно с Союзом писателей Республики Северная Осетия Алания, Союзом писателей Российской Федерации этот сборник вышел. Значит, вспомнив о том, что у нас такая практика уже была, сейчас нами было предложено создать сборник для того, чтобы уже начать собирать информацию и готовить историю о сегодняшних героях, участников специальной военной операции. Главная цель, по словам инициаторов проекта, показать характер, эмоции и мужество защитников прямо во время боя. В первый сборник войдут истории 10 бойцов. Все они уроженцы двух частей Осетии, удостоенные высшего звания Героя России. Читатель сможет перенестись в самый эпицентр боевых действий, читая строки, представить события, происходящие на фронте, действия главных героев. Чтобы максимально точно передать атмосферу боя, рабочая группа по крупицам собирает воспоминания сослуживцев, близких и данные из боевых журналов. То, что работа началась, и мы ждем помощи и Ассоциации ветеранов специальной военной операции, это факт. Мы надеемся, что материалы, которые у нас уже сегодня есть, они будут пополняться, они будут расширяться, и мы получим тот продукт, который ожидаем. В принципе, я же говорю, здесь самое главное то, что это не просто автобиография человека, который принимает участие в военных действиях, а это показать образ этого героя прямо на поле боя. То есть это будет как бы в художественном оформлении новелла о герое специальной военной операции. К выстраиванию концепции и написанию текстов привлекли ведущих прозаиков и публицистов как из Осетии, так и со всей России. Авторы признаются, работать с реальными судьбами бойцов – это огромная ответственность. Одним томом авторы ограничиваться не собираются. В планах выпустить целую серию книг. Первую часть издания читатели смогут увидеть уже этой осенью. Стелла Бязарова, Давид Туаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Медицинское училище объявило прием документов от желающих обучиться сестринскому делу на новый учебный год. Прием заявлений продлится до 15 июля. После начнутся вступительные экзамены. Учебное заведение предоставляет жилье студентам из отдаленных районов республики. О правилах поступления узнавала Анжела Кукоева. С 25 июня единственное медицинское училище республики начало принимать заявления от абитуриентов на новый учебный год. Открыт набор на программу сестринского дела. Заявления принимаются от выпускников школ, а также окончивших 9 класс. Заведующая образовательным учреждением Альма Дзуцева пояснила, что это соответствует запросу Министерства здравоохранения на подготовку медицинских сестер. С 9 класса к нам поступили уже 5 человек. После 10-11 класса тоже уже многие спрашивают, они приходят, разузнают все, сведения собирают.
и уходят собирать свои документы. Но уже к нам 3 человека уже сдали документы. Продолжительность образовательной программы для абитуриентов, окончивших 9 классов, составляет 2 года и 10 месяцев. А в случае поступления после 11 класса срок обучения сокращается на 1 год. У желающих поступить в медицинское училище прием документов осуществляется в будние дни с 9 утра до 4 часов дня. Нам нужны аттестат, подлинник, 4 фотографии, 3×4, справка о здоровье, форма 086У и копии паспорта или свидетельства о рождении. Прием заявлений и документов продлится до 15 июля. После начнутся вступительные испытания. Абитуриентам предстоит пройти собеседование по биологии в устной форме на знание анатомии человека. Будущие студенты сдадут еще экзамен по русскому языку и литературе. Абитуриенты, которые имеют аттестат с отличием, они принимаются только с одним экзаменом. Если они получают 5, они зачисляются. Они продолжают сдавать следующий экзамен тоже. Теоретические занятия проходят непосредственно в училище, тогда как практическая отработка клинических навыков осуществляется на базе Республиканского многопрофильного медицинского центра. Ограничений по возрасту для поступающих нет, подчеркнули в медучилище. Обучение доступно в любом возрасте. Увеличилось поступление взрослого населения, потому что и они все объясняют тем, что многие говорят: я хочу для себя. Ну, для себя, не для себя, а многие идут в сферу обслуживания, и там, наверное, не знаю, им, наверное, это все-таки надо. Ну, а те, которые для себя, я считаю, что это очень даже неплохо, потому что сегодня, хотим мы этого или не хотим, люди болеют, а искать постоянно кого-то, вот капельницу ставить, уколы делать, инъекции, это все. Когда человек в семье живет и он сам умеет, он может все эти манипуляции сделать сам, то что может быть лучше? Образовательное учреждение располагает общежитием на 15 мест. Жилье в первую очередь предоставляют студентам из отдаленных районов республики. В этом году училище планирует принять порядка 60 абитуриентов, сообщила заведующая учебной частью Альма Зуцева. Анжела Кукоева, Заурус Таев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Наш следующий репортаж про урожденную москвичку Фатиму Хугаеву, обретшую семью и любимое дело здесь, в Южной Осетии. Фатима в высокогорье увлеклась сбором и ферментацией лекарственных трав. О процессе изготовления чайных напитков и дальнейших планах травницы расскажет наш корреспондент Дарья Хурьева. Говорят, воздух в Фасе можно пить. Он настоен на соснах, горной свежести и полыни. Здесь на высоте почти 2000 метров природа до сих пор остается главным аптекарем. А местные жители знают, почти каждый лепесток вокруг способен заменить таблетку. Но найти и собрать – это только полдела. Главное колдовство начинается позже. Пока большинство туристов любуются горными пейзажами, Фатима Хугаева внимательно смотрит под ноги. Здесь, на высокогорных склонах, она собирает травы для чая «Квайса золотая». Удивительно, но родилась и выросла она вовсе не в сельской местности, а в Москве. Но ее всегда привлекало высокогорье. Так сложилось, что Фатима вышла замуж в самое высокогорное ущелье Южной Осетии, в город Квайса. И уже здесь увлеклась сбором растений, трав. Самостоятельно начала изучать их целебные свойства. Я приезжала часто в Осетию к бабушке на землю, где выросли мои родители, и постоянно меня угощали чаем. То есть вкус травяного чая, мятного, он всегда со мной с детства. Вот. Но когда я уже переехала жить сюда, в Осетию, я начала уделять этому пристальное внимание. Тем более, что здоровье у меня было в тот момент не очень сильное, слабое, можно сказать. Вот, и мне как бы и пришлось это делать. И я сейчас могу вот на сегодняшний день сказать с уверенностью, что это мой путь. Сезон сбора трав начинается в мае и продолжается почти до первых ноябрьских холодов. За это время в горах можно найти десятки лекарственных растений. У каждого свое время сбора. Некоторые травы нужно искать в определенных местах. Их Фатима знает уже почти наизусть. Я не думаю, что есть специальные какие-то вот тайные места, но действительно труднодоступные есть. Это такие места, как Кефселт, Буб, дорога
к озеру, которое Кедеком, Козы его еще называют. Вот. И на всех этих склонах разнообразие трав большое, везде разные. Особенно мяты, мелиссы, за которые все охотятся. Вот. И также очень много клевера. Душицы 2 вида. Очень много черноголовки. Очень часто встречается в этих местах и бересклет. Лето – самое богатое время для сбора трав. Фатима показала, какие растения нужно собирать именно сейчас. Вот этот склон как витрина полезных трав. Вот сегодня, на сегодняшний день сезон клевера, душицы и дальше зверобоя. Вот этот клевер, он очень крупный, достигает иногда прям размеров чуть ли не с детский кулачок. И он зависит от насекомых, которые едят шмеля, который его опыляет. И шмель также зависит от него. То есть они взаимозависимые такие вот существа. У каждой травы свои особенные свойства. Одни помогают расслабиться после напряженного дня, другие поддерживают иммунитет, а некоторые ценятся за насыщенный вкус и аромат. Очень быстро и эффективно помогает именно завар земляничный. И ягоды, и листьев, и стебля. Очень мощный у него противовоспалительный эффект. Если вы хотите, например, побороть кашель, то можно добавить еще чабрец. Значит, если вы хотите быстро восстановиться, то нужно регулярно пить иван-чай. Иван-чай также помогает снимать симптомы депрессии вместе со зверобоем. Но хочу предупредить, что вот зверобой и душица – это очень полезные растения, но их нужно минимально класть в чай. Начинающий предприниматель думает не только о новом урожае, но и о том, как сделать свою продукцию узнаваемой. В ближайших планах разработать новую упаковку для чая, сделать ее более привлекательной для покупателей. Этикетки к чаю и само оформление мы тоже долго пробовали. Были у нас и картонные коробочки, и наклеечки другие, но все-таки потребитель хочет прозрачную упаковку, чтобы видеть, что находится в упаковке. И сама этикетка у нас тоже, она такая, с одной стороны, яркая, а с другой стороны, ненавязчивая. Вот. Конечно же, хочется, чтобы для туристов это все выглядело более, может быть, как-то по-другому, но мы над этим думаем. Интерес к натуральным травяным сборам с каждым годом растет. По словам Фатимы, люди все чаще выбирают не привычный чай, а авторские композиции из горных трав за их вкус, аромат и целебные свойства. Дарья Хурьева, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Оркестр народных инструментов «Айзалд» дал большой выездной концерт для зрителей Дзавского района. Под виртуозным руководством Нины Валиевой музыканты исполнили национальные мелодии, уже ставшие в их исполнении классикой жанра. Оксана Джиоева побывала на концерте. В поселке Дзау состоялось культурное событие. На местной сцене выступил Государственный оркестр народных инструментов «Айзалд». Коллектив представил жителям обширную концертную программу, наполненную национальным колоритом и виртуозным музыкальным мастерством. Под руководством народной артистки Нины Валиевой музыканты виртуозно исполнили сложные произведения, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства. Творческий вечер объединил в себе как современную аранжировку, так и классические народные мотивы, создав уникальное звучание. По словам самих музыкантов, выступление стало важным этапом в их насыщенном графике. Коллектив гастролирует, стремясь охватить своим искусством как столичную публику, так и жителей отдаленных районов. Государственный оркестр «Айзалд» приветствует вас в поселке Дзау. До этого мы были в Квайсан. С нашим репертуаром у нас как есть осетинские произведения, а также произведения зарубежных композиторов и музыка к саундтреку к фильмам «Пираты Карибского моря» и к турецкому фильму.
Зрители, собравшиеся в зале, высоко оценили мастерство артистов. Звучащая музыка находила живой отклик в сердцах слушателей. Özür boşta özellikle konser namazlarda mafakşı diskoy, aşağıtı, zahi kudrov dostoy. Кому обращаю сам мелангай пошаджу. Выступление Государственного оркестра народных инструментов «Айзалт» стало настоящим праздником для ценителей национального искусства и оставило после себя яркие эмоции. В эту пятницу 3 июля оркестр выступит в поселке Знаур. Оксана Джоева, Заур Остаев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Обладателем Кубка Дружбы в результате первого товарищеского матча по бильярду стала команда Южной Осетии. Игра объединила мастеров бильярда с Юга и Севера Осетии. Фатима Чочева внимательно следила за матчем, она и расскажет подробности. Первый товарищеский матч по бильярду состоялся между мастерами Южной и Северной Осетии. Спортивное состязание проходило в клубе «Альянс» по инициативе Федерации бильярда Южной Осетии. Гостей и участников мероприятия поприветствовал Шотак Отаев, президент Федерации. Он пожелал командам успешного выступления в духе взаимного уважения. Хочу поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на наше приглашение и проводите здесь среди нас и поддержите наши спортивные мероприятия. Председатель комитета по молодежной политике и спорту Республики Южная Осетия Суслан Гасиев отметил значимость товарищеского матча, что укрепляет спортивные и дружеские связи между участниками. Мероприятия на самом деле объединяют и сближают южную и северную части Осетии. Желаю всем удачи, хорошей игры и пусть победит сильнейший. В турнире приняли участие по 5 спортсменов с обеих сторон. На кону специальный кубок дружбы. Наверное, основная идея этого мероприятия заключается в том, чтобы наши братья и любители бильярда были ближе друг к другу, знакомились и в дальнейшем свою дружбу продолжали и в жизни. Большое, огромное спасибо хочу передать встречающей стороне. Это представитель Южной Осетии, это президент Федерации Шота Николаевичу, Вадиму Шотаевичу, которые организовали этот праздник. Мы с удовольствием отозвались на их приглашение. Я думаю, что данный турнир станет хорошей, доброй традицией, которую мы непременно будем продолжать. И неважно, чем закончится сегодняшнее мероприятие, кто из нас выиграет, на самом деле мы уже победили то, что мы вместе. Матч получился захватывающим и очень интересным. Игроки демонстрировали сосредоточенность, упорство и, конечно же, острый ум. Здесь время идет иначе. Оно измеряется не минутами, а сериями прицельных ударов и предельной концентрации. Каждый удар не просто попадание, а попытка выстроить позицию на 3 хода вперед. Несмотря на юный возраст, Георгий Макеев демонстрирует выдержку, которой позавидовали бы многие профессионалы. Георгий в профессиональном спорте уже 2 года, хотя ему всего 14 лет. За это время ему удалось достигнуть значительных результатов, в том числе стать финалистом открытого кубка Северного Кавказа. Я привык уже в такой обстановке играть. И мне будет привычно уже. Я готов на все 100%. После финального удара все игроки подошли к столу. Крепкое рукопожатие – главный ритуал, который важнее любого кубка. В бильярде побеждает не тот, кто бьет сильнее, а тот, кто лучше умеет ждать своего момента и сохранять ясность мысли до последнего шара. Обладателем Кубка Дружбы стала команда Юга Осетии, которая выиграла со счетом 3-2. Анжела Кокоева, Фатима Чочева, Ринат Медоев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность. В Заурском районе днем плюс 22, ночью 13 градусов тепла. В Савском районе днем плюс 20, ночью плюс 12. В городе Квайса днем 16 градусов тепла, ночью плюс 10. В Лениногорском районе днем плюс 24, ночью плюс 15. В столице республики в Цхинвале днем 23 градуса тепла, ночью плюс 14. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.